Добрый день, дорогие участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Рада приветствовать вас в рамках окончания уже регионального этапа олимпиады. Сегодня мы постараемся вам рассказать о требованиях к олимпиадным заданиям и о подходах к оцениванию ваших работ. Сегодня с вами работают все члены предметно-методической комиссии Олимпиады. Это Татьяна Александровна Бердникова и Анна Сафроновна Старостина, представители Северо-Восточного федерального университета, и я, Варвара Васильевна Амосова, Институт развития образования и повышения квалификации. Давайте начнем с первого задания. И слово Анне Сафроновне. Пожалуйста. По первому вопросу вам даны были два текста. В первом тексте примеры из словаря, во втором тексте Второе задание или вопрос второй во всех классах был сквозным, то есть одинаковые были задания. Тут говорилось о том, что школьник выписал из словаря некоторые слова и, учитывая только два принципа из тех, которые он выявил, распределил эти слова на 5 равных групп. Вспомнили, надеюсь, да? При этом два слова осталось вне групп. Задание звучит вот так, следующим образом. Назовите эти два принципа и распределите выписанные школьником слова. Гордец, выходец, доходец, канадец, удалец, сослуживец и так далее. Докажите свою точку зрения. Почему два слова осталось вне групп? И объясните свой выбор, основываясь на выявленных принципах. Так, слова, дорогие дети, тут разделены на группы по следующим принципам. Первый принцип – это значение суффикса «ец». «Ец» суффикс во всех словах данных. И второй принцип – это способ словообразования. Первая группа. У данных слов суффикс «ец» указывает на лицо, обладающее определенным признаком. И способ образования суффиксальный. Например, гордец, удалец. Вторая группа слов. Суффикс «ец» указывает на лицо, выполняющее определенное действие. И способ образования суффиксальный. Выходец, пловец. Третья группа. «Ец» указывает на лицо, выполняющее определенное действие. Способ образования – сложение суффиксации. Властолюбивец, первопроходец. Опять два слова, да? Четвертая группа. «Ец» суффикс указывает на лицо, живущее в определенном месте. Способ образования – суффиксальный. Канадец слово и европеец. И пятая группа. У данных слов суффикс «ец» имеет значение уменьшительности, пренебрежительности, и способ образования суффиксальный. Доходец, огородец. Так, вне групп остались слова в 9 классе сослуживец и рубец. Почему? Потому что в слове сослуживец суффикс «ец» указывает на лицо, выполняющее определенное действие, но способ образования приставочно-суффиксальный. И второе слово «рубец», в этом слове суффикс «ец» указывает на предмет
являющийся результатом определенного действия. Способ образования суффиксальный. А в 10 классе вот к этим двум словам прибавилось еще два слова. Это резец и глянец. Так, 4 слова вне групп. И в 11 классе плюс вот к этим словам сидит домец. Вот такое слово дали. Так, по каким критериям мы оценивали вашу работу? За указание двух принципов, то есть это значение суффикса «ец» и второй принцип способ образования, да, словообразования. Вот за указание двух этих принципов 1 балл. Но если указан только один принцип, ставится 0 баллов, так как это не позволяет корректно выделить указанные группы. За верно выделенную группу, так это 1, 2, 3, 4, 5, всего у нас 5 групп, да, по баллу одному за группу при наличии всех верно указанных элементов. То есть тут 3 элемента обязательно. Это значение суффикса, это способ словообразования и 2 необходимых примера. К сожалению, дорогие дети, участники, вы указали значение суффикса где-то, да, вы дали примеры, по 2 примера дали, но в ваших работах не было способов словообразования. Поэтому вы теряете баллы, нужные баллы. При отсутствии хотя бы одного элемента из этих 3, 0 баллов за всю группу. Если в группе, содержащей 2 примера, указан только один из них, 0 баллов опять за группу. Если в группе указан пример из другой группы, тоже 0 баллов за группу. Всего вот в этом задании 5 баллов максимально. А за выявление слова «рубец», не вошедшего в группы, при наличии указания на значение суффикса и способ образования, 1 балл. При отсутствии одного из элементов опять. За указание на то, что в первом тексте для передачи латиницей русских букв, обозначающих шипящие звуки, не предусмотрено отдельных знаков. Они передаются сочетанием данных знаков. Дается за верный ответ 0,5 балла. При этом в вашем задании было дано примечание. Каждый элемент ответа должен был быть проиллюстрирован примером. И за указание одного примера на каждую букву Ж – жена, Ш – широкий, дешево, Щ – деревенщик, вам даются по 0,5 балла. Всего 1,5 балла. За первый пункт в общем вы должны были получить 2 балла. Второй пункт. За указание буквы С, которые вы передавали при помощи данных знаков, вы получали 1 балл. За указание того, что буква «ы» особым знаком не передается, не отличается от «и», получали 0,5 балла. Четвертый пункт. За указание на то, что буква «я» передается при помощи знаков, перед вами эти 5 знаков, за каждый знак вам давали 0,5 балла. В общем, вы должны были получить 2,5 балла. Но при этом должны были на определенный знак
сочетание знаков латиницы обязательно привести примеры. За один пример, например. В пятом пункте за указание слов «жить», «шить» и «щит» вам дают по 0,5 балла за каждое слово. Мы очень рады, что многие из вас справились с такими сложными заданиями. По второму тексту здесь идут конкретно правила. Вы должны были отразить оглушение, оценивается в 0,5 балла. Если во втором тексте оглушение передается, также дается 0,5 балла. Далее, за указание примеров, таких слов, как «всегда», «хлеб», 0,5 баллов при наличии примера. Далее, во втором тексте, если вы конкретно писали «оглушение не отражено в слове «обед», 0,5 балла. И во втором пункте, в первом тексте, не отражено произношение «о» на месте букв «е», «ё», 0,5 балла. Обязательно должны были указать подтверждающий один пример из каждого текста. В общем, всего должны были получить 2 балла. В третьем пункте за указание на отсутствие отражения произношения «о» как «а» в первом и во втором текстах 0,5 балла и, конечно же, обязательно подтверждающий пример из каждого текста. В общем, вы должны были получить 1,5 балла. За указание, что в тексте во втором не отражено изменение звуков «г», «в», характерное для живого произношения, при этом обязательно с примером, вам должны были дать всего 1 балл. Итого, максимум за первый вопрос вы должны были получить 16 баллов. Так, теперь за выявление слова «рубец», не вошедшего в группы, при наличии указания на значение суффикса и способ словообразования 1 балл, а при отсутствии одного из элементов, к сожалению, 0 баллов. За выявление слова «сослуживец», не вошедшего в группу при наличии указания на значение суффикса и способ словообразования, 2 балла. Тут не 1 балл, а 2 балла. Но при отсутствии одного из элементов 0 баллов. Итого максимум в 9 классе по этому заданию, по второму заданию, 9 баллов. В 10 классе за счет слов «резец» и «глянец» 11 баллов. А в 11 классе за счет слова «сиди-домец» будет максимально 13 баллов. Это по второму заданию. Теперь давайте рассмотрим третье задание. Оно сквозное. Опять-таки повторяюсь, да? То есть одно задание для всех 3 классов. Так, тут даны 4 фрагмента из поэтических текстов. Читать тексты я не буду. Всего 4 текста. И какие тут задания, да, вопросы и задания. Вы должны были истолковать 2 значения слова «торный», прилагательного «торный» в этих поэтических текстах, соотнеся их с фрагментами поэтических текстов и объяснить, как возникло авторское, окказиональное значение вот этого слова. Дальше. Назовите глагол, от которого образовано слово «торный». Так. Далее третье задание.
дают еще один текст, в нем лирический герой, помните, наверное, обращается к Африке. Текст стихотворения Гумилева, да? Ага. И задание звучало так. В некоторых изданиях на месте подчеркивания стоит запятая, в других изданиях она отсутствует. Объясните, возможно ли понимание в данном фрагменте слова «торный» в оказиональном значении, то есть в авторском, да, если на месте подчеркивания есть запятая. Так, авторское значение слова «торный» употреблено во втором тексте, а в остальных, то есть первый, третий и четвертый, да, остаются тексты. Ага, торный употреблено в значении гладкий, ровный, привычный, легкий, проходимый. То есть, если вы указали какое значение, это правильно. Во втором фрагменте текста торный в значении трудный, непроходимый. Это значение возникло в результате контаминации со словом тернистый. Многие написали тут слово сложный. Путь сложный или сложная дорога. Мы учли этот ответ правильным. Так, третье задание. Если запятая есть слова там, где нету пути человеку, можно интерпретировать как уточнение к прилагательному торный. Тогда прилагательное можно понять в авторском значении, то есть сложный путь. Возможно еще одно объяснение, когда слово «там» является обстоятельством, которое относится ко второй части предложения. Тогда дальнейший контекст никак не влияет на интерпретацию слова «торный», которое в таком случае можно понять и как легкий, ровный, и как тернистый. За указание, например, 2, в котором слово «торный» имеет авторское значение, 2 балла. За истолкование значения «трудный», «непроходимый» 2 балла. За истолкование в примерах 1, 3, 4 слова «торный» как гладкий, ровный, легкий, проходимый 1 балл. За указание на то, что в примере 2 новое выражение, контаминация со словом тернистый 2 балла. Всего по этому пункту 7 баллов. За указание на глагол тарить допустимо протарить 1 балл. А за указание на глагол тереть 2 балла. То есть всего за этот вопрос 3 балла. За 2 истолкования отрывка 5 при наличии запятой, когда слово «торный» может пониматься в авторском значении, за каждое объяснение по баллу. То есть всего 2 балла. 2 истолкования должно быть значение этого слова. Но многие дали только одно значение слова «торный». Или же у многих ответ на уровне «да», возможно, или «нет», без истолкования значения слова. И итого максимум по этому заданию можно было набрать 12 баллов и в 9, и в 10, и в 11 классах. Это у нас третье задание. Теперь давайте, Татьяна Александровна, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Задание номер 4. Уже на протяжении ряда лет подобные этимологические очерки публикуются у нас в качестве задания в олимпиадах всероссийского уровня. Надо также отметить, что это задание у нас было сквозным для 9, 10, 11 класса, однако внутри примеры, которые вы должны были, вот пропуски, которые вы, ребята, должны были заполнить, они в ряде случаев разнятся. Поэтому количество баллов, которые вы могли набрать в 9, 10 и 11 классах, они разные. В 9 и 10 это максимальное 11 баллов, а
9-10, да, а в 11 это 12 баллов. Итак, значит, по значениям мы должны были в первую очередь выявить корень, да, основной корень, который затем и лег бы в основание всех тех слов, которые вы должны были в той или иной форме представить, не только слов, но и словосочетания одного, вот в данном этимологическом очерке. Значит, первое, с чего нужно было начать, это существительное «тло» в значении «дно основания». И, конечно, от этого существительного уже образуется действие, вернее, наречие, которое указывает на то, что действие осуществляется полностью, без остатка, то есть до самого основания. Это такое наречие, как «дотла». В то же время однокоренной бесприставочный глагол, который имеет значение разложения органических веществ, с одной стороны, с другой медленное горение, это такой глагол, как «тлеть». И уже с этим корнем образуются два прилагательных. Одно из них это слово нетленный, что означает вечный, а другое, сложное по своему образованию, тлетворный, что является синонимом к слову пагубным. К этому же этимологическому гнезду относятся существительные тля и тлен. Как вы уже понимаете, и многие из вас правильно это отметили, тля обозначает насекомое, а второе в переносном значении служит наименованием чего-либо, не имеющего ценности. Ну вот в тексте, вернее, вот в этимологическом очерке для 11 класса, да, было указание на то, что еще с таким же корнем есть прилагательное «утлый», идея непрочного поврежденного основания, да, и в прилагательном такая же приставка «у» представлена в глаголе «утолить», который означает ослабить, умерить, прекратить что-либо. Так, идем дальше. Дополнение в 11 классе считается еще существительное среднего рода «тело», которое имеет тот же исторический корень. И переходим уже ко второму абзацу данного задания. Значит, нужно было привести форму третьего лица единственного числа настоящего времени «стелит», которая представлена в пословице о лукавых людях. Мягко стелит, жестко спать, например. Да? Ну, надо сказать, что вот дальше тоже продолжение идет уже, которое вы должны были дать в форме фразеологизма, устлан розами. Вот, к сожалению, наверное, только один человек смог дать, но, значит, вот даже если устлан было, да, то розами вот полностью выражение это было не представлено, к сожалению. Но практически все из вас отметили существительное, которое образовано суффиксальным способом стелька, как элемент обуви. Дальше у нас по тексту также разнятся задания. Я сейчас прокомментирую для 9 и 10 класса. Этот же вариант корня содержится в существительном женского рода «постель». И тут как раз указано, что раньше это существительное имело другое окончание, ну и, соответственно, иной тип склонения. Да? И такие слова, которые связаны со словом «стол» в Древней Руси, образованное от него «престол» и, конечно, прилагательное, которое входит в состав выражения «стольный град», «город», и исторически связанное с этим образованием существительное «столица». А вот в 11 классе у нас также есть слово «постель» не встречалось, слово «постель» встречалось, да, и на этом задание заканчивается. В зависимости от класса и в зависимости от количества слов, некоторые слова оценивались по 0,5 балла, а некоторые слова и вот, значит, стелит, от глагола стелить, да, вот эта форма стелит, и сочетание устлан розами по 1 баллу. Еще раз повторюсь, что
В 9-10 классе общая сумма баллов 11, а в 10 12. Сейчас, момент. Не продолжай, да? Угу. Так. Задание номер 5 в 9 и 10 классе является сквозным, и я сейчас его прокомментирую, а другое задание для 11 класса дано. Итак, вам была дана справка, что в современной науке местоимения разделяются на следующие классы. Было указано на то, что местоимения существительные не все имеют всю полную парадигму своих форм. Например, у местоимения себя нет формы именительного падежа. И вот вам даны были отрывки из различных текстов, в которых нужно было проанализировать, найти эти местоимения и выписать их. Хочется, ребята, указать на то, что многие допустили следующую ошибку. Даже досадную, я бы сказала, ошибку, потому что надо было выписать именно в начальной форме, а как мы знаем, начальная форма – это форма мужского рода. А вот в примерах как раз были даны слова в другом роде. И если вы выписывали примеры прямо из текста, не переводя их в начальную форму, то такие примеры не засчитывались, и, к сожалению, мы вынуждены были поставить 0 баллов. Мы еще раз акцентируем ваше внимание на то, что нужно внимательно интерпретировать, читать задания и выполнять строго в соответствии с теми требованиями, которые хотят от вас организаторы Олимпиады. Да. Итак, по первому, да, значит, это были у нас 2 отрывка из текстов 18-19 века, и вы должны были эталонно ответить в первом задании, что это местоимение нечто и некто. Притом, если вы указали оба этих слова в форме, начальной форме, то вы получаете по 1 баллу за каждое слово. Также за указание разряда местоимений вы получаете 1 балл, итого вот по первому пункту 3 балла. Затем мы выписываем из предложения номер 3. Нужно было указать, значит, в современном русском языке местоимение с той же приставкой, да, и с тем же значением, что и подчеркнутое слово вот в данном тексте. Это местоимение некий и некоторый. За указание и то, и другое, и того, и другого слова вы получаете по 1 баллу. Если же вы указываете, что форма некий имеет варианты, например, в форме женского рода некой и некоей, вы получаете, если некой полбалла, если некой 1 балл, и всего вы получаете 3,5 балла. Затем третье у нас, вернее, 4-е предложение. И там нужно было выписать местоимение наречия, именно вот такое местоимение, да, определить его значение. А также назвать, какое местоимение в современном русском языке образовано таким же способом, и привести пример подобного употребления. Надо сразу сказать, что здесь вы справились достаточно хорошо и указали это слово «негде» 0,5 баллов, со значением где-то, кое-где, неизвестно где. Вот еще 1 балл. Если же вы указали современное слово «некогда», получали полбалла, и за определение значения «когда-то» 1 балл. Итого, всего за задание номер 5 в 9-10 классах вы могли максимально получить 10 баллов. Задание номер 5 в 11 классе связано с разделением предложенных глаголов на 2 группы, которые делятся в связи с тем, что они являются либо переходными, либо непереходными, или такими глаголами, которые в равных значениях способны
быть и переходными, и непереходными. Чаще всего это связано именно с прямым и переносным значением. Также нам были даны прямо в заданиях формулы, по которым можно было определить, да, в какую группу, вернее, как по группам разделить вот эти глаголы. Итак, 4 глагола: разбить, видеть, сыпать и надеть надо было разделить на 2 равные группы. Надо сказать, ребята, что если вы при разделении на группах указывали неправильный глагол, то такой пример, конечно, не считался. И в этом задании очень важно было привести не только пример, а не сказать, в какую группу мы отнесли тот или иной глагол, да, но аргументировать свою точку зрения и написать, то есть аргументация без примера не считалась, точно так же, как приведение примера без аргументации тоже оценивалось в 0 баллов. Итак, значит, нужно было разбить глаголы. Группу Б, то есть те глаголы, которые в зависимости от своего значения могут быть как переходными и непереходными, входят глаголы «видеть» и «сыпать». В зависимости от того, как вы привели эти глаголы, просто выписали этот глагол, привели с ним примеры, или выписали, привели примеры и указали и его переходные, и непереходные варианты, на уровне предложения, эта часть задания оценивалась от 0,5 баллов до 2,5. Если вы привели оба глагола «видеть» и «сыпать», то такое задание максимально оценивалось в 5 баллов. Затем во втором подпункте задания нужно было внутри вот этой группы Б, которые являлись и переходными, и непереходными, также выделить подгруппы. Притом нужно было сформулировать вот тот принцип, по которому вы работали. И тут тоже действует то же самое правило, как вы привели глаголы, да, какую аргументацию, какие составили предложения. Вот. Точно так же оценивается за верное описание отличия каждому слову по 1 баллу. Если же, конечно, вы в первом, получаете, пункте из 2 глаголов указали только 1 глагол, то вы его и рассматриваете, да, этот 1 глагол, ну и, соответственно, получаете не 2, а 1 балл. Затем нам были предложены 3 глагола: есть, лить и читать. Нужно было, используя вот этот принцип разделения на подгруппы глаголов, которые могут быть и переходными, и непереходными, также их разделить, аргументировать свой ответ и привести примеры. Тут тоже было важно не допустить ошибку. Есть и читать надо было объединить в одну подгруппу, да, а глагол лить в другую подгруппу. Если вы это правильно сделали, привели корректные примеры, привели аргументацию, то за каждое правильное слово вы получили по 2 балла. Итого за пункт 3 данного задания максимально можно было получить 6 баллов. Затем был дан нам глагол «уйти», который в русском литературном языке является непереходным, однако в разговорной речи это глагол, который имеет много значений, употребляется как переходный, да? И вот надо было доказать, к какой же подгруппе относится этот глагол, к первой или ко второй. Хитрое задание, потому что вы написали, он относится или к одной, или к другой группе. На самом деле, в зависимости от своего значения, глагол может входить и в одну, и... надо было доказать это, да? Вот. Если вы привели вот такие вот корректные примеры, да, надо было сказать, что глагол «уйти» именно в разговорном употреблении он относится к подгруппе номер 2. А вот глагол «играть» в следующем, да, подпункте, он как раз
в зависимости от значения может относиться и к первой, и ко второй подгруппе. Но здесь, опять же, нужно было привести правильные примеры и правильную аргументацию. Мы прямо вот настаиваем на полном выполнении задания, ну, что и требуется, собственно, по Олимпиаде, да. Максимальное количество баллов за это задание 17. 17. Спасибо. Давайте приступим к вопросу номер 6. По этому заданию вам было дано 4 пункта. В первом пункте приведены 6 предложений с конструкцией «должен был» плюс инфинитив. Нужно было описать значение конструкции в каждой из групп. И почему 5-е предложение может быть отнесено в обе группы. Группа А – это у нас действие, выраженное в русском языке инфинитивом, имело место. То есть действие совершилось. Группа Б. Действие, выраженное в русском языке инфинитивом, не имело места. То есть действие не совершилось. В 5-м предложении конструкция может пониматься уже двояко, так как нет прямого указания, совершилось действие или нет. Во 2-м пункте вы должны были предложение отнести по группам А или Б. Вам были даны 3 предложения, это 7, 8, 9, в котором дается конкретный ответ. 7-е предложение группы А, 8-е предложение относится к группе А, и 9-е предложение относится к группе Б. В 3-м пункте ответ тоже конкретный. Это конструкция «был вынужден» плюс инфинитив. Должны были дать четкий ответ. Такой же и 4-й пункт. Точный ответ «мочь», «смочь», приставка «с». Вы итого должны были получить максимум 8 баллов. По 1-му пункту давали 3 балла, так как было 3 предложения. Во 2-м пункте за верно отнесенный контекст вам давали по 0,5 баллов. Всего должны были по 3 предложениям получить 1,5 балла. В 3-м пункте за указанную конструкцию дают 1 балл. И в 4-м пункте за указание видовой пары, как мочь, смочь, 2 балла, а за указание приставки «с» 0,5 балла. Всего 2,5 балла. Все? Так, мы дошли до 7-го задания. И я начну с 9 класса. 7-е задание, 9 класс. Даны предложения. И в предисловии к вопросам и заданиям говорится о том, что лингвист эти примеры, эти предложения разделил на 2 равные группы и описал принцип, в соответствии с которым он это сделал. Но лингвист указал, что строго на 2 группы можно распределить не все предложения. Одно из них можно отнести к обеим группам. И даны такие задания и вопросы. Первый. Какой принцип описал лингвист и как он распределил предложения по группам? Укажите основания для каждой из групп, опираясь на этот принцип. И второй вопрос. Какое предложение может быть отнесено
к обеим группам, и обязательно вы должны были дать свою аргументацию. Так, здесь в первой группе относятся предложения 1, 3, 4. 3 предложения. А ко второй 2, 5, 6. Разделение же происходит на основе синтаксической функции служебного слова «же». То есть, вы наверняка заметили, во всех 6 предложениях присутствует служебное слово «же». Вот на это вы должны были обратить внимание. Так, в первой группе, то есть в предложениях 1, 3, 4, представлена присоединительная функция служебного слова «же». То есть «же» присоединяет предложение, содержащее какие-либо дополнительные сведения. А во второй группе функция «же» противительная. То есть «же» употребляется для противопоставления одного предложения к другому. Вот такой ответ должен быть по этому вопросу. Так, по второму вопросу. К обеим группам, ребята, относится третье предложение. Ну, я давайте озвучу это предложение, да? Один из ранних моих рассказов назывался «Кем я мог бы стать?». Ему же подошло бы название «Кем я не мог бы стать?». Вот это предложение относится к обеим группам. С одной стороны, можно предположить, что автор считает оба названия приемлемыми для своей книги. А с другой стороны, этот фрагмент можно рассматривать как изменение позиции автора. Произведению необходимо дать совершенно противоположное название. Так, если вы правильно распределили предложения по группам, по эталону ответов мы даем вам 1 балл. Если при делении на группы допущена хотя бы одна ошибка, 0 баллов. За указание на то, что разделение происходит на основе синтаксической функции служебного слова «же», этот принцип, да, выделенный, 1 балл. Далее за указание на то, что в первой группе служебное слово «же» выполняет присоединительную функцию, 2 балла уже. За указание на то, что во второй группе служебное слово «же» выполняет противительную функцию, тоже 2 балла. Всего за это задание 6 баллов. И за указание на то, что третье предложение можно отнести к обеим группам, 1 балл. И за верную аргументацию дополнительно еще 1 балл. Итого максимум по 7-му заданию 8 баллов. Это 9 класс. Теперь 7-е задание для 10 и 11 классов является сквозным, то есть и в 10 и в 11 одно задание. Так, тут даны предложения, сложные предложения с союзом «потому что». Ага. И лингвист, ну, принцип опять такой же, как и в 9 классе, да? Ага. Лингвист распределил эти предложения на 2 равные группы. Одну из них он назвал для себя предложение группы а другую группу предложение группы Б. И лингвист провел эксперимент. Поменял местами главную и придаточную части в предложениях каждой группы. Затем он провел еще эксперимент второй, да? Попробовал без потери смысла преобразовать в исследуемых предложениях придаточную часть так, чтобы сложные предложения превратились в простые. И после такой справки
такого предисловия дано 3 задания. Первое. Разделите предложение на 2 равные группы. Объясните, в чем заключается смысловая разница между этими группами. Укажите, что в предложениях одной из групп помогает выполнить это распределение. Ага, несколько вопросов, да, тут в одном задании как бы. Далее, воспроизведите первый эксперимент, взяв в качестве примера по одному предложению из каждой группы. Какие свойства предложений группы А и группы Б вы выявили в результате эксперимента? И третье задание. Воспроизведите второй эксперимент, взяв в качестве примера по одному предложению из каждой группы. Какие свойства предложений группы А и группы Б вы выявили в результате эксперимента? Так, предложения распределяются следующим образом. То есть каков ответ, да? Группа А – это предложение 1, 4 и 6. А в группу Б вы должны были выбрать второе предложение, 3 и 5. Предложения группы А указывают на реальную причину, суть которой говорится в придаточном предложении. То есть суть отражена в придаточном предложении. В предложениях второй группы, то есть группы Б, речь идет о причине с точки зрения говорящего. То есть они отражают не реальность, а мнение говорящего о реальности, на что указывают вводные слова со значением вероятности. Это должно быть видно. Так, поскольку предложения группы А указывают на реальную причину, мы можем поменять местами главную и придаточную части. Но тогда причинные отношения придется заменить отношениями следствия. То есть причинный союз, потому что союзами следствия. Например, поэтому. А в предложениях группы Б поменять местами главную и придаточную части возможно. При этом причинный союз сохраняется. Вот при трансформации такой союз сохраняется. Так. И по третьему подзаданию предложение группы А можно перестроить из сложных в простые, заменив придаточную часть конструкции с причинным предлогом из-за, по причине и тому подобное. В предложениях группы Б такая замена возможна в том случае, если мы используем предлог, указывающий на основание для определенного вывода. Судя по. Только в таком случае. Так, каковы же критерии оценивания? За верное распределение предложений и соотнесение их с типами 1 балл. При наличии ошибки в распределении 0 баллов. За описание специфики значения предложений типа А и предложений типа Б по 2 балла. За тип всего 4 балла. За указание на вводные слова в предложениях группы Б 2 балла. Но тут, к сожалению, многие не употребили этот термин, да, а просто указывают на должно быть и видно. Поэтому такие ответы мы оценили опять-таки 0 баллов. За верные выводы по результатам первого эксперимента 1 балл. За приведение корректных примеров предложений из каждой группы по 0,5 баллов за пример. За указание на возможность трансформации предложений группы А из сложных в простые, используя предлоги из-за, по причине, ну то есть какие-то причинные предлоги должны быть в ваших предложениях, 1 балл. За приведение верного примера 1 балл. За указание на возможность трансформации предложений группы Б из сложных в простые с помощью предлога судя по
Ага, 2 балла. И за верный пример 1 балл. Итого максимум по этому заданию должно быть 14 баллов. Приступаем к обсуждению вопроса номер 8. Задание очень сложное, так как относится к разделу «История языка». Вам был дан древнерусский текст. И по этому тексту вы должны были выполнить 4 больших задания. В первом задании в 9 классе и в 10 нужно восстановить элементы словообразовательной цепочки, где слово «воздух» с исторической приставкой, которая имеет значение «вверх», «над». За указание элемента вам дается 0,5 балла. Существительное, которое вы указали, от которого образовано слово, это дух. Дается 0,5 балла. И при нахождении исходного производящего глагола дуть вам дается 0,5 балла. При описании исходного смысла слова, опираясь на значение его приставки и корня, дается 0,5 балла. Воздух – это дуновение, ветер, буквально то, что дует над чем-либо, над землей, выше земли. Всего за первую часть вы должны были заработать 2 балла. В 11 классе это подзадание сложного 8 задания заключалось в том, что нужно было выписать из текста самую частотную русскую приставку, которая, однако, по своей форме отличается от современного. Нужно было выделить эту приставку, подобрать исторически однокоренное слово современного литературного языка, которое и позволяет выделить эту приставку. Правильным ответом является слово «внутреннешное». Если вы его указали, то вы получаете 0,5 баллов. За выделение этой приставки «вн», в отличие от современной «в», да, вы получаете также 0,5 баллов. И однокоренное слово, которое может быть указано для, собственно говоря, да, для сравнения исторической и современной приставки, могут быть такие: внутриутробный, утробный, утробистый, да, внутриутробный. И за указание этого слова вы получаете 1 балл. Всего за выполнение пункта 1 из задания номер 8 для 11 класса максимально можно было получить 2 балла. Давайте разберем вторую часть. Во второй части в тексте вы должны были найти слова, которые были обозначены знаками X и Y. Эти слова восходят к древним индоевропейским корням, от которых образованы широко распространенные цветовые прилагательные и их производные. Искомых прилагательных, обозначающих цвет, было 3. Вы должны были их указать при помощи сокращенных обозначений: прилагательное 1, прилагательное 2 и прилагательное 3. Для того, чтобы найти эти прилагательные, вы должны были определить значение цветового прилагательного в следующих примерах. И вам даются эти тексты для 9 класса.
Слово X, представленное в древнерусском тексте, образовано от прилагательного один, восходящего к корню со значением сияющий. Ученые отмечают, что это прилагательное имеет широкий спектр значений, не всегда связанных с цветом. И при определении вам даны примеры. У епископа же прилагательное один волосы. Здесь прилагательное в значении седой. Во втором примере прилагательное один употребляется в значении чистый, аккуратный. Жилье хозяина составлено было обыкновенно из 3 комнат. Одна из них составляла большую горницу, освещенную 3 или 4 большими окошками. И определяя значение цветового прилагательного в примере 2, вы должны были учитывать, что оно сохранилось в наречии набело, образованном от данного прилагательного с помощью приставки и суффикса «о». Итак, вы должны были выявить слово «x» из древнерусского текста как белка. Во втором слово «y», представленное в древнерусском тексте, восходит к историческому корню, от которого образуются слова, связанные сразу с несколькими наименованиями цветов. Этот корень имеет несколько фонетических вариантов, и они отличаются друг от друга начальным согласным. Первый вариант корня представлен в слове «y», обозначает жидкость и раздраженное состояние. Второй вариант корня, заимствованный из греческого языка и встречается в 2 словах иноязычного происхождения, вы должны были эти слова указать в начальной форме, как холерик и меланхолик. Мы очень рады, что есть среди вас те участники, которые правильно их указали. В третьем варианте корня вы должны были указать цвет. Этот вариант корня представлен в прилагательном, которое нередко связывается с отсутствием определенного опыта у носителя данного признака. Это слово, указывающее на растение в виде колоска, злак. Далее, лечебная или ядовитая жидкость – это зелье. Слово, обозначающее пыль серого цвета – зола. Дальше, наименование мягкого драгоценного металла – это было золото. И в первом фонетическом варианте корня вам нужно было обратить на слово «y», которое связано со словами «глаза». Это глаза карего, то есть темно-коричневого цвета. И отсюда наименование данного цвета исторически родственно названию пряности, как корица. Итого слово «y» из текста выходит как желчь. По критериям оценивания данного задания у вас, если вы верно указали цветовые прилагательные, как белый, зеленый и желтый, вам дается по 0,5 балла, итого всего 1,5 балла. За указание значения седой 1 балл, за верно указанное наречие 0,5 балла и за указание значения чистый, аккуратный 1 балл. Всего получается
2,5 балла. За каждый правильный ответ, всего их было 9 пунктов, по 0,5 балла, то есть в общем 4,5 балла. И за указание слов под знаками X и Y по 0,5 балла. В общем 1 балл. То есть за выполнение всей этой части вам давали 9,5 баллов. Можно это добавить, да? Теперь относительно того дополнения, которое было внесено в пункт 2 для 10 и 11 класса. Понятно, что задание было усложнено. Вопрос формулировался следующим образом. В каком падеже употреблена вот в этом древнерусском тексте словоформа «яйцу»? Какое значение в данном случае выражает это падеж? И нужно было привести пример аналогичного использования этого падежа в известном афоризме, который подчеркивает, то есть значение, да, что при всем уважении к авторитетам абсолютной ценностью всегда является объективность. Так вот, правильным ответом нужно было привести известный афоризм «Платон мне друг, но истина дороже». В данном случае Платон мне является кем? Другом, форма дательного падежа, и значение здесь получается принадлежности. Точно такое же значение имеет и словоформа «яйцу» в данном древнерусском тексте. Если вы указали этот падеж как дательный, вы получаете полбалла. Если вы указали значение принадлежности, также получаете 0,5 балла. А за верно указанный афоризм вы получаете 1 балл. Итого, за вот этот пункт 2 в задании 8 в 10 и 11 классе вы можете получить 2 балла. Следующее задание у вас это был перевод древнерусского текста на современный русский язык. Понимай о земле. Земля есть желток посредине яйца. Небо и воздух, скорлупа и белок яйца. Как окружает скорлупа внутренности яйца, так окружает землю, небо и воздух. Земля же посередине. И за верный перевод синтаксической конструкции, как небо и воздух, скорлупа и белок, вы получаете 1 балл. За верный перевод слов желчь, как желток, да, белка, белок, по 0,5 балла. Чрепка, то есть скорлупа, 1 балл. Всего получается 2 балла. За перевод слова внутреннее с существительным или субстантивным, прилагательным при условии верной передачи смысла слова вам дается 0,5 балла. И вот хочется еще добавить, составители задания нам указали, что в древнерусском языке не было переносов по словам. Но так как это был текст, у текста есть название. Вот как раз она, Сафроновна, и сказала, понимай о земле, да, то есть разумение о том, что такое земля. Так вот, это надо было выделить с точки зрения современного языка, в том числе графически. То есть поделить текст на смысловые фрагменты. И если вы вот эту первую строчку отделили от всех остальных, вы дополнительно получаете 5 баллов. И также некий вывод, как окружает скорлупа внутренности яйца, так окружает землю, небо и воздух, и земля же посередине. Если вы с помощью абзаца показали, то за это тоже получаете дополнительно полбалла. К сожалению, правильный перевод в большинстве случаев у нас был только на примере последнего предложения, но которое совершенно баллами не обеспечено, потому что земля же посередине, собственно, никакого отношения во многих работах не имела к предыдущему тексту. Поэтому давать баллы только за одно предложение, совершенно нами было принято, не оценивалось. Вот.
Конечно, это самое сложное задание. Задание на историю языка, притом Да. не только лексики, но и грамматики. Традиционно самое тяжелое задание, да, Да. и самое емкое, скажем так. И максимум вы должны были получить за это задание В по любом 17 классе. баллов. В любом классе. Самое сложное задание, которое получает именно максимум этих баллов. Спасибо. Ребята, спасибо вам всем за участие. Мы думаем, что участие в Олимпиаде, приобщение к великому русскому языку вам обязательно поможет в жизни, да, в будущей жизни. Мы забыли про баллы максимальные. Давайте озвучим вот эти максимальные баллы. В 9 классе максимальных баллов 90. Максимум должно быть 90 баллов. В 10 классе вы должны были набрать 100 баллов максимально, если, да, и в 11 классе 110 баллов. Соотнесите со своими набранными баллами, да, примерно сколько процентов вы набрали. Еще раз вам спасибо. Желаем вам Крепкого здоровья вам и вашим близким.